На повестке очередного заседания Сухумского городского собрания 6 вопросов. Первым депутаты рассмотрели постановление об установлении тарифов на услуги арендной платы за 1 квадратный метр, оказываемые управлением здравоохранения. Устанавливаем тариф не менее 500 рублей. Это тариф означает, что более он быть может. Если в дальнейшем есть информация, что в дальнейшем возможны постановления Кабинета министров, которые будут касаться всей муниципальной и государственной собственности находящего имущества, как его нужно сдавать в аренду и какие-то формулы будут предложены. И, соответственно, если такой документ появится, уже будем работать в рамках этого документа. Проект постановления правительства о новых ставках арендных платежей вне зависимости от форм собственности уже готов. Документ прошел согласование Кабинета министров и в настоящий момент находится в администрации президента. В ближайшее время проект будет вынесен на заседание правительства. Вопрос был вынесен на голосование и принят единогласно. Это касается всего там гостиниц, не гостиниц, магазинов, медучреждений и так далее. То есть там расписаны формулы, как рассчитываться, как оцениваться, какие должны быть ставки. Это абсолютно новый документ и новый подход. Разработал Государственное имущество, и уже месяца 3, значит, он вот входит в согласование, большие, длинные и так далее. Вторым вопросом депутаты рассмотрели изменение решения о ставках сборов за право торговли для физических лиц, занимающихся розничной торговлей и организацией общественного питания. Предложено повысить существующие ставки с 600 до 1000 рублей. Оптовая торговля была 1200 рублей, в предлагаемом варианте было 2400, остановились на 2000 рублях. Для юридических лиц, занимающихся розничной торговлей и организацией общественного питания с площадью торгового зала до 50 квадратных метров было 1200 рублей. В предлагаемом варианте было 2400, остановились на 2000. Также для юридических лиц, занимающихся розничной торговлей и организацией общественного питания с площадью торгового зала более 50 квадратных метров было 2400. В предлагаемом варианте было 4800, остановились на 5000. И для юридических лиц, занимающихся оптовой торговлей, было 3000 рублей. В предлагаемом варианте было 12 тысяч, остановились на 9000. Эти ставки годовые. По мнению председателя собрания Дмитрия Осия, комиссией проделана большая работа. Ими учтены интересы исполнительной власти и граждан. Мы пошли на то, чтобы все-таки для сезонных предпринимателей сделать определенные льготы, потому что они работают только в сезон, круглый год у них работы нету, потому для сезонных предпринимателей они будут платить только за полгода или 50% от годового сбора. Следующим вопросом депутаты рассмотрели проект бюджета города Сухум на 2024 год. В следующем году прогнозируется увеличение доходов на 220 миллионов рублей. Это обусловлено ростом поступления от налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество, а также проведением мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышение уровня администрирования и увеличение собираемости платежей. Сразу скажу, что перспектива увеличения на следующий год такая, наверное, есть. Несмотря на то, что мы в этом году пересматривали бюджет по расходной части в сторону увеличения на 183 миллиона. Да? Это вообще серьезный такой показатель. Да? И слава богу, что все пока так идет, как мы планируем. Вот. Поэтому львиная доля, понятно, это заработные платы всех муниципальных учреждений наших, муниципальных служащих, так скажем. Кстати, аппарат в том числе, значит, городского собрания. Мы в этом году поднимаем, я считаю, что это существенный вопрос, и он как бы стоит его озвучить. Мы поднимаем так называемый официальный оклад на 100%. То, что было раньше в качестве помощи, да, там, премиальных, так, сейчас это будет уже официальный оклад. Плюс ко всему мы еще предусматриваем, пока на этом этапе, 30% поощрения. Самая минимальная зарплата технички или техперсонала, которые были, они уже начинаются от 10 тысяч рублей и выше. Выражается это в суммах 120 миллионов рублей, вот, накладывает на нас бюджет.
Вот. Но это исключает тех служащих, которые получают российскую доплату. Беслан Эшба рассказал о планах на 2024 год. Мэр Сухума подчеркнул, что основное внимание будет уделено образованию. Имеется в виду провести ремонтно-восстановительные работы в детских садах, в школах. Вот. Но опять же, чтобы никто не думал, что мы там десятки миллионов сможем на это. Но посмотрим такие существенные вещи, которые сможет увеличить количество учащихся, да, там, где школы перегружены. 11. Вот эту хотим отремонтировать, потому что будет перераспределение учащихся, да, привести в порядок немножко 15-ю в новом районе, ну и так далее. Сейчас детские сады в ужасном состоянии. Депутаты выступили с предложениями. К сожалению, сумма на молодежные мероприятия в этом году не выросла, она была в тех же пределах, что и в прошлом году. Но в этих двух сферах есть одна большая проблема – это отсутствие личного автотранспорта, который у них уже сломан на протяжении последних 5 лет. И нами было внесено некое предложение на приобретение автотранспорта именно для физической культуры и спорта, что сократит расходы на аренду иных транспортных видов. На протяжении уже многих лет классное руководство, как было, 800 рублей по доходности, 820 рублей. То есть какой-то должен быть стимул у классного руководителя. Это огромный труд, объемный труд. Если возможно, хотя бы до 1000. Мне даже стесняюсь об этом говорить. Очень большая просьба от первой поликлиники, которая находится на Эшпо. Да, там, конечно, еще раз говорю, проблем много, но у них они обслуживают очень большое количество населения лежачих, да, плюс ко всему на какие-то выезды выезжают. Я думаю, скоро, конечно, быть речь не может, но хотя бы какой-то минивэн. Нужна хорошая, большая помощь города, чтобы привести в порядок подвалы. Даже, да. Вот. Тем более у нас еще недавно, знаете, такая ситуация была неблагоприятная в отношении защиты нашей страны. И этот вопрос поднимался по поводу бомбоубежищ и всего тому подобное. Вот рассматривать этот момент тоже как-то нужно, чтобы в домах люди могли спуститься в секционных домах, и внизу их подвалы были облагорожены в таком плане, чтобы они могли там скрыться. Депутаты Сухумского горсобрания установили новые размеры социальных пособий с 1 января 2024 года. Из бюджета города будут выплачивать одиноким матерям за одного ребенка 2000 рублей, многодетным семьям с 3 детьми 1000 рублей за каждого ребенка, с 4 по 1500 рублей, с 5 и более по 2000 рублей, круглым сиротам 3000 рублей в месяц, пособие по уходу за ребенком-инвалидом с детства до 16 лет 3000 рублей. Пособие по уходу за инвалидом с детства первой группы до 3000 рублей. Пособие при рождении ребенка 10 тысяч рублей. Также депутаты Сухумского городского собрания дали разрешение на установление мемориальной доски на доме по улице Лакоба, 103, где жил заслуженный тренер СССР по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазской АССР Акоп Керселя. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохи, Нарсоуцулукия, Абхазское телевидение.